Крыму 17:00. В эфире радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами? Добрый вечер, это радио Крым Реалии, у микрофона Сергей Макрушин. Мы говорим о важных темах, о которых молчат или не договаривают официозные крымские средства массовой информации. И важная тема сегодняшнего нашего разговора – это обыск и задержание крымско-татарского активиста Эдема Дудакова. Вы можете присоединиться к обсуждению происходящего в чате под нашей видеотрансляцией на канале Крым Реалии в YouTube. Также вы можете дозвониться к нам в эфир. Сделать это можно по телефонам 8 800 10 06 926 для тех, кто слышит нас в Крыму, 044 490 29 05 для нашей аудитории на материковой части Украины. 17 февраля в 6:45 утра в Бахчисарае вооруженные российские силовики пришли с обыском в дом крымско-татарского активиста, делегата Курултая крымско-татарского народа Эдема Дудакова. Прибывших на место адвокатов, в частности Назима Шейхмамбетова, Эдема Семедляева и Эмине Авамилеву, к Эдему Дудакову не допустили. На требования представиться и предъявить удостоверение силовики не реагировали. Известно, что в ходе обыска были изъяты носители информации. Самого Эдема Дудакова вывели из дома и посадили в микроавтобус спецслужб. Далее крымско-татарского активиста доставили в отделение полиции Бахчисарая, куда адвокатов также не допускали. Начальник центра Руслан Шамбазов, ранее арестовавший адвоката Эдема Семедляева, на этот раз его не пустил к подзащитному. На входе адвоката осмотрели с помощью металлодетектора, изучили документы. Затем начальник отдела Центра по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов, рассказывает юрист, дал поручение, чтобы его не пускали внутрь. Позже все-таки стало известно, в чем обвиняют Эдема Дудакова. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни по статье 20.3.1 Российского кодекса об административных правонарушениях. Разжигание розни российские силовики усмотрели в комментарии, который Дудаков оставил в социальных сетях еще в 2017 году. Учитывая, что комментарий не удалялся, силовики трактуют это как длящееся правонарушение. С нами на связи адвокат Эдем Семедляев. Эдем, здравствуйте. Да, здравствуйте. Вы были на месте обыска и далее были в отделении полиции. Расскажите о том, как все происходило. Да, действительно, формально по документам это был не обыск, это было обследование помещений. На само следственное мероприятие ни меня, ни моих коллег не допустили. Опять же, ссылаясь на то, что якобы мы приехали поздно, после того, как уже следственные мероприятия начались. Но на наши доводы, что мы не можем находиться у своего подзащитного круглые сутки, ожидая, будет ли у него обыск или нет, они всегда разводят руками, ничего на это не отвечая. Действительно, после того, как Эдема увезли, я пытался попасть в отделение полиции, на территорию которого его привезли. И также к этой территории примыкает прокуратура города Бахчисарай. Там в прокуратуре находилась коллега имени Авамилева. И только лишь спустя 2 часа нам сказали, что он находится в прокуратуре, и чтобы адвокаты подходили, что буду составлять протокол в отношении Эдема Дудакова. После этого мы встретились. Да, вот вас снова не допустили к подзащитному, и снова эти препятствия вам чинил сотрудник центра Руслан Шамбазов. Это очередное заявление о том, что он нарушает законы. Это не первая ситуация подобная. И похоже, что так считаете не только вы, учитывая тот резонанс, который был в адвокатском сообществе, когда вас арестовали за отказ выполнить требования Шамбазова раздеться. Апелляционную жалобу на ваш арест подписали 75 адвокатов. Вот я бы хотел
хотел подробнее поговорить об этой ситуации. Остались ли какие-то способы дать оценку законности действиям Шамбазова вот в тех условиях, в которых сейчас находится Крым? Ну, конечно же, мы не думаем, что кто-то признает нарушение сотрудника ЦП, что якобы он нарушал, но мы и сегодня, и каждый раз мы пишем жалобы в прокуратуру Крыма о том, что адвокатам препятствуют в их непрофессиональной деятельности, что их не допускают на процессуальные действия. И получаем очередные отписки. Конечно же, некоторые моменты мы пытаемся довести до суда и уже в суде говорить об этих нарушениях. И если нас не слышат в крымских судах, в российских судах, то мы стараемся это довести до Европейского суда по правам человека. Вы говорили о том, что до 18 февраля Эдем Дудаков административно задержанный, и завтра утром постановление об административном правонарушении должен рассмотреть Бахчисарайский районный суд. Вот какая санкция сейчас может грозить Эдему Дудакову, и насколько возможен тот вариант событий, что вот по этим же обстоятельствам снова могут прийти к нему силовики? Ну, то, что силовики могут прийти, этот вариант никогда не исключается. А то, что касается санкций, то данная статья, это возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижению человеческого достоинства, предусматривает санкцию штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или обязательной работы на срок до 100 часов, или административный арест до 15 суток. Вот такие вот такая санкция предусматривает эта статья, и завтра, что примет суд, такое наказание будет для Эдема Дудакова. Сама ситуация, когда человека пытаются привлечь к ответственности за комментарий в социальной сети, который был к тому же оставлен еще и несколько лет назад, насколько для Крыма это является новостью или не новость, это обычная практика, и можно ли говорить о том, действительно ли комментарий стал реальной причиной того, почему к господину Дудакову пришли сотрудники силовых структур? Ну, сам Эдем Дудаков связывает его привлечение к административной ответственности только из-за его активной позиции по Ханскому дворцу, по тому, как проводятся там реставрационные работы. Он связывает именно с этим. И, конечно же, неясно, спустя 5 лет после того, как человек оставляет комментарии, утром силовики к нему вламываются, полностью вооруженные, с автоматами, с пистолетами, переворачивают весь дом, изымают всю технику, и это всего лишь из-за какого-то комментария. Конечно же, это ненормально, конечно же, для человека это стресс, и, конечно же, это происходит только из-за того, что у человека определенные политические взгляды и такая вот очень сильная гражданская позиция именно по Ханскому дворцу. Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был крымский адвокат Эдем Семедляев. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, что мы говорим сегодня об осмотре помещений. Вот как мы только что выяснили, это официально процедура называется, но выглядело это как обыск. В 6:45 утра вооруженные люди пришли в дом к крымско-татарскому активисту, делегату Курултая крымско-татарского народа Эдему Семедляеву и провели вот это обследованное помещение, которое, по сути, выглядело как обыск. Вы эти кадры видели на ваших экранах. И в продолжении разговора давайте послушаем комментарий Эмине Джапар, первого заместителя министра иностранных дел Украины. Мы с ней связались перед этой программой. Давайте послушаем ее коментарій. Те, що ми сьогодні бачимо з точки зору обшуків в будинку Едема Дудакова і його стримання, є системними речами, тенденційними речами, які повторюються не перший рік і які мають дуже чіткі задачі. Задача номер 1 – це
переслідування людей, які мають активну громадянську позицію. Задача номер 2 – це занурити всіх інших, які спостерігають за цим, в параліч від страху. І задача номер 3 – затерти будь-який опір. Тобто такими кроками унеможливлюють будь-яка активність інших громадян з точки зору захисту своїх прав і так далі. Едем Дудаков, якого я знаю особисто, до якого я ставлюсь з величезною повагою, який є дійсно ветераном національного руху кримськотатарського народу, членом Курултаю, дуже активною людиною, який в останні роки особливу увагу звертав на захист культурної спадщини кримськотатарського народу, зокрема стан ханського палацу. І завдяки йому ми дізнавалися якраз про ці злочини, які робила окупаційна адміністрація з точки зору так званої реконструкції ханського палацу і так далі, і так далі. То мені видається, що це є відвертою помстою за таку активність. Реакція Міністерства закордонних справ наразі готується. Незабаром буде відповідна реакція офіційна, яка буде донесена до всіх наших партнерів, а також до партнерів в рамках Кримської платформи через мережу, яку ми вже фактично запустили, мережу Focal Points чи мережу контактерів Кримської платформи. Мета наша – це заклик до міжнародної спільноти з точки зору тиску на Російську Федерацію по таких кейсах. Итак, это был комментарий заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джепар. К нашему разговору подключается Антон Наумлюк, журналист, главный редактор издания «Град», который внимательно следит за тем, что происходит в Крыму. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Насколько я понимаю, вам удалось узнать, что же за комментарий стал поводом того, что силовики пришли в дом Эдема Дудакова. Можете ли вы рассказать о том, что это за комментарий и действительно ли там есть какое-то разжигание вражды? Комментарий, который написал Дудаков в 2017 году, оставил на своей странице в Фейсбуке. Им он прокомментировал статью проекта «Радио Свободы» и «Телереалии» о том, как в Татарстане местная жительница попыталась отсудить несколько миллионов рублей за то, что, цитата, ее сына в школе принуждали изучать татарский язык. Дудаков отреагировал довольно критично на ее действия, на ее желание забыть татарский язык и не дать его изучать своему сыну и другим школьникам в его школе. И написал пост про ватников. И, в общем-то, больше ни о ком другом. То есть там шла речь только о ватниках. Он описывал, по его мнению, кто это такие, что это приезжие люди, которые вытесняют местное население, не изучают и не ценят местную культуру, да и, в общем-то, и свою тоже не очень ценят и так далее. Ну, в общем, довольно нелицеприятно прошелся по ватникам. Есть один здесь нюанс, и завтра должен состояться суд по его админпротоколу, составленному на него. И мне будет очень любопытно узнать, против кого же, по мнению сотрудников Центра по противодействию экстремизму, разжигал рознь Дудаков своим постом. Потому что, по идее, это должна быть какая-то социальная группа, к которой он выражал какую-то ненависть и там какую-то рознь по отношению к ним разжигал. Получается, что это социальная группа ватники. Очень любопытно, кто себя причислит к этой социальной группе, кто же посчитает себя обиженным этим постом. Вообще любопытная ситуация, учитывая, что в Крыму некоторые средства массовой информации активно используют язык вражды. Конечно же, они пишут не о так называемых ватниках, да, это слово тоже мы относим к языку вражды, они пишут об украинцах, например, в уничижительном тоне. Были ли замечены какие-то случаи, когда вот по таким публикациям российские силовики возбуждали какие-то дела, приходили с обысками? Ну, насколько я знаю, нет. Есть несколько дел, которые возбуждались на активистов как раз за посты в соцсетях. Например, там в Севастополе было преследование местного активиста за тоже пост, который признали разжигающим рознь и вражду по отношению к группе терские казаки. Вот с кем-то из терских казаков или людей, которые себя так называли, поругался этот активист, написал пост какой-то очень эмоциональный, но его используя этот повод, его преследовали в судебном порядке. А чтобы против СМИ, которые
довольно часто действительно используют язык вражды и крайне нелицеприятно отзываются, да и просто лживо зачастую отзываются и об украинцах, и украинских активистов, и крымско-татарских. Такого я не помню. Ну, собственно, надо все-таки учитывать, что СМИ, которые себе это позволяют, это все-таки не независимые СМИ, а вполне активно сотрудничающие там либо с властями российскими в Крыму, либо с силовиками теми же самыми. Мы снова видим сейчас, что человека в Крыму преследуют за комментарии, которым уже несколько лет. Вот в данном случае, если в 2017 был оставлен, не меньше 4. Уместно ли говорить здесь именно о комментарии, как о причине, по которой к Дудакову пришли сотрудники Центра М? Ну, если вы заглянете на его страницу в Фейсбуке, то там вы найдете комментарии гораздо более критичные и, наверное, гораздо больше имеющих вероятность привлечь внимание силовиков, но тем не менее был выбран вот этот комментарий многолетней давности. Я к тому, что в целом, если очень захотеть, то почти у любого человека, неравнодушного к тому, что вообще происходит в Крыму, а Дудаков крайне активно занимался общественной деятельностью, в частности, критиковал то, что происходит с Ханским дворцом в Бахчисарае. Сегодня я фотографии его пытался найти к новости и нашел их с заседания ОБСЕ, с форума ОБСЕ в Варшаве в 2018 году, где он как раз выступал по поводу разрушения Ханского дворца в результате так называемой реконструкции, которая там сейчас проводится. Так вот, привлечь внимание и вообще вызвать неудовольствие Дудаков мог, конечно, прежде всего своей общественной деятельностью и вот активностью с критикой разрушения Ханского дворца, тем более после инцидента последнего времени, когда Ханский дворец просто на глазах стал разрушаться, и понятно, что Дудаков не мог это обойти вниманием. А уж найти повод и уж найти пост, за который можно прицепиться, у него уж точно можно было легко, и не только такой давности, но как и, в общем-то, у многих активистов и там правозащитников в Крыму. Я говорил о роли в этой истории сотрудника Центра Руслана Шамбазова, который, судя по всему, является архитектором вот этой всей ситуации, в которой оказался Эдем Дудаков. Наши зрители сейчас видят на экранах фотографии опубликованы изданием «Граты». Давайте поговорим о том, что известно об этом человеке и почему выглядит так, что привлечь его к ответственности вот за все, что он делает, за превышение полномочий, о котором говорят крымские адвокаты, но получается, что невозможно, он безнаказанным остается. Ну, пока что он устраивает и действует в рамках общей политики репрессивной, которую реализуют силовые структуры, в том числе Центр по противодействию экстремизму, где он работает. Понятно, что он будет оставаться безнаказанным, но максимум, что ему грозит, наверное, заочное осуждение украинскими судами, ну и какие-то санкции, там, запрет на выезд и так далее, что, в общем-то, наверное, для него не так страшно, учитывая, что он все равно никуда не может поехать, учитывая его статус в структуре правоохранительных органов. Это целая семья, их 2 брата Шамбазовых. Один работал в СБУ и потом работал в ФСБ после 2014 года, Руслан работает в Центре по противодействию экстремизму. За время, которое я следил, работал в Крыму, он уже поднялся до начальника отдела, по-моему, этого центра. Ну, в общем, такой начальник средней руки. Он является инициатором довольно большого, возможно, большинства дел, которые возбуждают, административных дел, которые возбуждают в Крыму по инициативе Центра по противодействию экстремизму. Он преследовал, его роль ключевая в преследовании Лутфии Зудиевой, журналистки и правозащитницы крымской. Он же преследовал и буквально настаивал на аресте адвоката Эдема Семедляева, и это вот его личное такое антипатичное отношение к адвокату вылилось в арест Семедляева. Ну и вот сегодня мы тоже видим, что опять его инициатива, опять его роль в этом во всем очевидна.
Спасибо за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Антон Наумлюк, главный редактор издания «Граты», которое также внимательно следит за тем, что происходит в Крыму. Далее несколько слов об Эдеме Дудакове. Крымско-татарский активист, делегат Курултая крымско-татарского народа. Нашей аудитории Эдем Дудаков знаком, в частности, как активный защитник Ханского дворца от так называемой российской реставрации, в ходе которой вот этой реставрации исчезают аутентичные элементы зданий, а сами здания приходят в аварийное состояние. Бить в набат активист начал еще в 2017 году, когда аутентичную черепицу и деревянные балки с крыши зданий дворца меняли на новодел. Предупреждал Эдем Дудаков и о новой беде, которой обернулась непрофессиональная реставрация и непродуманная расчистка русла реки Чуруксу после летних паводков. Давайте посмотрим фрагменты видео, которое Эдем Дудаков записал в конце прошлого лета и предупреждал о том, что могут быть неприятности с такой реставрацией. Сейчас существует угроза того, что при определенных селевых потоках, они иногда бывают, вот это русло может заполниться, потому что там за корпусом, за пекарней крымских ханов земля поднята. И вот получилась такая в середине, такая вот как Ерофа яма. Но, сами понимаете, дренажная система в очень плохом состоянии в Ханском дворце, и поэтому вот это вот вызывает беспокойство. Вот у Ханского русла вот углубили, по-моему, метра на 1,5. И вот образовалась такая пока здесь яма. И если дальше русло не дочистить до конца старого города, то в этом месте будет просто образовываться вода. Дренажная система тут в очень плохом состоянии. В очень плохом состоянии дренажная система. Просто обратите внимание вот на эти фундаменты. Вот ощущение отмывки денег. И больше ничего. Вот такой хаос. Хаос всего наворотили, черт знает что. И это они называют какой-то системной реставрацией. Но в этот раз к предостережениям активиста никто не прислушался, и результат мы можем видеть в свежих фото российских информационных агентств. На стене Свитского корпуса Бахчисарайского дворца появилась внушительная трещина. Сам дворец пришлось закрыть для посетителей. Теперь от окончательного разрушения здания комплекса, который претендует на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, уберегают вот эти деревянные подпорки у стены здания и в русле реки, которые вы видите на этих фотографиях. Продолжим мы говорить о происходящем, об обыске, да, потому что это по факту обыск, хотя это процессуально по-другому называется, и задержание Эдема Дудакова мы поговорим с Рифатом Чубаровым, главой Меджлиса крымско-татарского народа. Он с нами на видеосвязи. Рифат ага, здравствуйте. Здравствуйте. Первое, конечно же, хочу спросить о вашей реакции на задержание Эдема Дудакова. Что означает это задержание, учитывая тот повод, да, по которому пришли к нему силовики, комментарий, который был написан порядка 4 лет назад? Ну, понятно, что русские оккупанты используют какие-то поводы, но, как правило, причинами преследований, репрессий крымских татар и конкретных людей являются абсолютно иные причины. В частности, вы уже показали Эдема как одного из очень активного гражданина, человека, который открыто раскрывает все те преступления, которые совершаются в оккупированном Крыму, и особенно то, что касается уничтожения памятников истории и культуры крымско-татарского народа, и в том числе и в первую очередь Бахчисарайского ханского дворца, который сейчас в ужасающем состоянии, и благодаря
таким людям в Крыму, как Эдем, общественность все-таки но узнает о том, что происходит в Крыму. И это есть месть русских оккупантов за его деятельность и одновременно устрашение всех других крымских татар. Какой будет реакция Меджлиса на сегодняшние события в Бахчисарае? Но мы максимально пытаемся осветить и журналисты, которые находятся на материковой части территории Украины, осветить это событие, сделать его известным для наших международных партнеров. Понятно, что будут очередные заявления, требования к стране-оккупанту прекратить репрессии по отношению к крымским татарам, и в частности против Эдема Дудакова. Давайте не забудем, что завтра первый день так называемого суда, судилища над первым заместителем председателя Меджлиса Нариманом Джиляловым и молодых активистов Асана и Азиза Ахтемовых. И понятно, что здесь реакции разных организаций, сторон, государств и, разумеется, Меджлиса крымского народа, они есть, они будут, но будем откровенны, что для того, чтобы прекратить репрессии в оккупированном Крыму, необходимо, чтобы Украина восстановила свой суверенитет над Крымом, и пока Крым будет оккупирован, репрессии будут продолжаться. Вы упомянули об истории Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых. Мы рассказывали о ней неоднократно, и сам Нариман Джилял прямо связывает преследование его со стороны российских силовиков с участием, в частности, в Крымской платформе. Мы сегодня уже слышали комментарий Эмине Джипар. Она говорит о том, что будет коммуникация с участниками Крымской платформы, с тем, чтобы они как-то отреагировали на вот этот обыск, который прошел у Эдема Дудакова. Ну а в целом, насколько можно оценить эффективность вообще инструментария Крымской платформы как такого способа борьбы с политическим преследованием в Крыму? Тут есть, знаете, вот у нас два подхода. Можно говорить о том, что все те решения, которые принимались до сегодняшнего дня, я имею в виду резолюции, призывы, другие документы на разных международных площадках, они страной-оккупантом полностью игнорируются, и можно сказать о отсутствии будь какой пользы от подобного рода действий. Ну и есть люди, которые так и утверждают. Мы стоим на другой позиции. Все эти преступления должны тщательно мониториться, фиксироваться, получать своевременно оценки, в том числе международными организациями, правозащитными международными организациями. И все эти действия, они потом будут положены в основу тех судебных процессов, которым будут подвергнуты оккупанты, осуществляющие сегодня преступления. Но еще раз хочу сказать, рассчитывать на то, что та или иная реакция международных организаций или конкретного органа государственной власти Украины или Меджлиса крымско-татарского народа сейчас, вот буквально после принятия, оно сыграет свою роль, и оккупанты прислушаются к нему, об этом не приходится говорить, потому что политика российских оккупантов направлена на то, чтобы максимально вытеснить всех тех, кто не воспринимает и не принимает российскую оккупацию, и прежде всего коренной крымско-татарский народ. Они проводят колонизацию Крыма своими гражданами,
И поэтому они пользуются временем тогда, когда мы вместе с международным сообществом не в состоянии принять радикальные меры, которые бы заставили Россию возвратиться в рамки международного права и уйти из Крыма. Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа. Мы говорили сегодня об обыске и задержании Эдема Дудакова. Продолжаем следить за развитием событий. С вами был Сергей Макрушин. Всего доброго.